Прихожане Новоафонского монастыря собрались сегодня в стенах храма в ожидании разрешения вновь разгоревшегося спора между Сухумско-Пицунской епархией и Советом Священной Митрополии Абхазии. В течение 3 недель священники из Сухума находились на территории монастыря и служили за пределами храма. В субботу конфликт достиг острой фазы. На площади у церкви собрались прихожане Афонского монастыря и паства Сухумского кафедрального собора. Чтобы конфликт не вышел за пределы церкви, священники Дбар и Аплия пришли к консенсусу. Решением ситуации они увидели совместное проведение служб в храме Новоафонского монастыря. Но служить со священником, на которого возложен запрет русской церковью, отец Виссарион не может. Поэтому было составлено обращение о снятии этого запрета с отца Дорофея. Базовым мы взяли то обращение, которое мы готовили год тому назад, в ходе наших переговоров на имя майкопского архиепископа. К сожалению, этот документ по вине майкопской епархии, он так и не получил дальнейшего хода. Даже их не приняли, тех, кого мы направили туда с этим документом. Единственное, что мы поменяли, это адресат. То есть теперь мы понимаем, что нет смысла обращаться в майкопскую епархию, потому что, видимо, у него были какие-то указания из Москвы, поэтому он так себя повел. Значит, надо обращаться напрямую к патриарху. Тем более, что это делает президент вместе с отцом Виссарионом. Писать покаянное письмо глава Священной Митрополии не стал, так как не считает это необходимым. По словам Дбара, его статус не тот, которым наделяет его русская церковь. В ее рамках он значится как иеромонах. Я оказался милостью Божией 8 лет в Греции на учебе, и статус мой немножко другого характера, да? Церковный статус. И поэтому я всегда говорил и сейчас повторял, что писать каких-то покаянных писем, там, кому бы то ни было, этого не будет. Подпись президента республики под обращением также меняет статус документа. По словам отца Дорофея, заинтересованность президента в преодолении раскола абхазской церкви и его участие в разрешении конфликта определенным образом обязует и русскую церковь вмешаться в дела, происходящие здесь. Я надеюсь все-таки на здравомыслие в Московской патриархии, если даже многие из тех, кто занимаются нашим вопросом, не всегда расположены к нам, да, и сама ситуация, вообще церковная ситуация вокруг Абхазии не всегда способствует, да, легкому решению каких-то вопросов, но все-таки, мне кажется, это тот вопрос, который в принципе можно решить. Да, в принципе можно решить. И если по просьбе президента и отца Виссариона, да, будет снято прещение в священнослужении на меня и на отца Андрея, значит, с этого момента, кстати, это в письме тоже оговорено, в обращении, с этого момента мы можем уже совершать богослужение вместе. По словам главы Священной Митрополии, в случае, если патриарх Кирилл примет обращение и снимет запрет на служение и прекратит суд над иеромонахами Дбаром и Ампаром, то отношения между священниками Абхазской митрополии и Сухумско-Пицунской епархии выйдут на новый уровень. Самый глобальный вопрос, который перед нами стоит, неважно, мы или Сухумо-Пицунская епархия, это, конечно, воссоздание поместной независимой абхазской церкви. И мы прекрасно понимаем, что это не так легко сделать. Но это конечная важная цель, к которой мы должны идти поэтапно, не мешая прежде всего нашим людям и пастве, удовлетворять свои духовные потребности и спасать самих себя в церковной ограде. Ровно в час дня, 5 июня, в Афонском храме стало известно, что президент Хаджиба подписал обращение к патриарху Кириллу. С копией документов в храм прибыла депутат Наталья Смыр. Прихожанам она рассказала, как нелегко было прийти к такому результату. Почему подписывал президент? В принципе, президент – это глава государства, это, как мы знаем, что церковь отделена от государства, но при этом президент заявил следующее: я готов подписать данное обращение, то есть я готов сделать этот шаг, чтобы примирить нашу Священную Митрополию и Абхазскую Православную Церковь. Но впереди еще решение Русской Православной Церкви. Без него трудно представить, как будут развиваться отношения абхазских епархий и митрополии. Эксперты надеются на дальновидность россиян и предполагают положительный исход дела. Для Российской Православной Церкви это должно быть трудным решением. Корни этого запрета происходили тоже отсюда. То есть был некий конфликт изначально. Если люди, которые являются сторонами в этом конфликте, обращаются к патриарху с просьбой снять запрет и таким образом дать начало объединению, дать начало тому, чтобы этот конфликт был исчерпан,
какие могут быть возражения по этому поводу? Я лично таких возражений не вижу. Я не вижу такой опасности для той же Русской Православной Церкви. Мне кажется, для них это будет знаковое решение. Они, напротив, очень сильно укрепят свой статус, свой имидж в Абхазии, показав, что они способствуют разрешению конфликта, а не, напротив, его усугублению. Таким образом, абхазские священнослужители впервые за 8 лет противостояния достигли некоего консенсуса. Теперь слово за патриархом Русской Православной Церкви Кириллом. Марианна Котова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.